Добрый вечер, уважаемые телезрители. Сегодня четверг, и, как всегда, в прямом эфире городского телевидения программа «Крупным планом». И я ее ведущая Лиана Кириллова. На этой неделе в Москве состоялось заседание Совета законодателей, который действует при Федеральном собрании Российской Федерации. Очень много вопросов прозвучало по правам инвалидов. Жаркому обсуждению подлежали разнообразные проблемы людей с ограниченными возможностями. Поэтому сегодня в нашу студию мы решили пригласить заместителя председателя Сибайской общественной организации Всероссийского общества инвалидов Минзу Искужевну Латипову. Здравствуйте, Минза Искужевна. Здравствуйте. Уважаемые телезрители, мы работаем в прямом эфире по телефонам студии 5 14 94 5 14 95. Вы можете задавать интересующие вас вопросы в течение ближайших 30 минут, и мы на них обязательно ответим. Ну а пока мы начинаем. Минза Искужевна, на сегодняшний день сколько вообще у нас в Сибае людей с ограниченными возможностями? Количество детей с инвалидностью практически каждый день варьируется. Если в ноябре месяце, когда мы готовили отчет для Всероссийского общества инвалидов, у нас было 4313, то на сегодняшний день 5143. Если детей с инвалидностью было 230, то на сегодняшний день 244. В Сибайской городской организации состоят на учете 412. По уставу вступают в общество инвалидов по собственному изъявлению с 18 лет. Но однако, так как общество работает достаточно продуктивно с детьми с инвалидностью, с мамами, с родителями, поэтому у нас в общество вступили на сегодняшний день 59 человек, которые... Несовершеннолетние, да? Нет, мамы вступили в общество. Поэтому в общественной организации инвалидов у нас 3 первичные организации. Это город, который объединяет людей с инвалидностью. Это «Твой Аляс». Кстати, очень хорошо, активно начала работать с прошлого года общественная организация первичная «Твой Аляс». И тем более очень мобильный, активный председатель первичной организации и первичная организация «Материнское сердце». А где вы располагаетесь, есть ли у вас свое помещение и как вообще можно к вам попасть? Вы сказали, что по собственному желанию, но куда, в какие часы, куда можно подойти? Да, действительно, у нас есть прекрасное помещение, которое находится по адресу 40 лет октября 56, занимающее площадь 74 квадратных метров. И наше помещение позволяет, чтобы мы проводим очень достаточно много мероприятий, собираются люди с инвалидностью, ну и комиссиями, там, значит, для общения, для проведения каких-то мероприятий. И обеспечена она оргтехникой, мебелью. У нас есть конференц-оборудование, которое можно позавидовать и другим, потому что это в 6 городах и районах только вот это конференц-оборудование, по которым мы можем участвовать на республиканских конференциях, проводимых через вот это оборудование. Замечательно. А не все вот знают, чем вообще занимается ваше общество, то есть как именно вы помогаете людям с ограниченными возможностями? Сибайское общество инвалидов людям с ограниченными возможностями здоровья, какая помощь оказывается, это в первую очередь у нас вообще исходя из целей и задач нашей общественной организации. Это интеграция в общество, защита прав и интересов людей с ограниченными возможностями здоровья и социальная реабилитация. И достаточно много мероприятий проводится в нашей общественной организации. Если взять 2016 год, то можно назвать даже, как на сайте Всероссийского общества инвалидов было написано, такая была статья, что «Золотой октябрь Сибайской городской организации». Это Москва. И я бы сказала, что год был настолько удачный, 2016 год, не только октябрь месяц, а целый год. Потому что у нас проводилось достаточно много мероприятий и очень интересных. А среди них какие, например, можете отметить? Ну, наиболее например, яркие? мы очень любим заниматься спортом. Если мы в начале года подняли вопрос, что надо нам встать на лыжи, просто прогулка на свежем воздухе, но она у нас переросла до того, что мы участвовали в городском соревнованиях, городских соревнованиях «Лыжня» 2016 год. То есть выставили свою отдельную команду? Да.
И в то же время сразу же пришло у нас приглашение на участие на чемпионате по лыжным видам спорта республиканском, который проводил Министерство спорта и молодежной политики и спорта. И быстро сформировали команду разновозрастные, и ребята, участвуя, заняли 3-е место в Республике Башкортостан. Поэтому какой-то был импульс такой для наших ребят, что мы можем. И вслед мы поехали на участие на региональных соревнованиях по бильярду, тоже привезли 3-е место. Затем мы очень активно начали готовиться к спортивному туризму. И удачно очень выступили, при том, что у нас ребята поехали 4 даже с первой группы инвалидности. И несмотря на то, что на свое здоровье ребята очень хорошо выступили, по пешему туризму мы заняли 1-е место. Но, к сожалению, командное участие у нас мы заняли 7-е место. А в 2015 году мы тоже в республике занимали 3-е место. Поэтому мы очень успешно выступаем. Ну и еще желала бы сказать, что у нас ребята и вообще члены общества активно участвуют в конкурсах творчества. И опять же, если взять год 2016 год, мы просто изъявили желание участвовать на городском фестивале «Созвездие талантов». Да. И заявили о себе, очень начали активно готовиться, но времени было недостаточно. Но однако участвуем, и настолько такие у нас оказались талантливые молодые люди, особенно которые последние годы вступили в наше общество, мы заняли среди общественных организаций ТОСов 1-е место. И нас заметили, значит, жюри, увидели, какие талантливые ребята сконцентрировались вот в нашей общественной организации, и пригласили, чтобы мы могли заниматься в школе искусств, в других, значит, культурных учреждениях. Начали готовить и участвовали, и у нас приняли участие на, значит, принимали участие на парамузыкальном фестивале «Поверь мечту», который прошел в городе Сызрани. Поехала семья, мама и дочь, это семья Сулимовские, и стали лауреатами. Это тоже было у нас просто замечательно, потому что такое участие приняли, и общественная организация получила и благодарственное письмо за подписью губернатора города Сызрани. Ну, отличные результаты, я думаю, это очень приятно, когда люди не замыкаются в себе, да, а ходят в ваше общество, находят какие-то новые увлечения, какие-то идеи, тем более, что сейчас есть возможности развивать эти способности. Да. Это спасибо. Я как раз и хотела сказать, что в последние годы у нас влились очень молодые, талантливые ребята. Вот просто обращаясь, наверное, к горожанам, я хочу сказать, что в общественной организации надо к нам вливаться, прийти. Мы готовы вам, значит, и помочь в реабилитации, и поддержать вас. И я здесь хочу подчеркнуть, что общество наше видит проблемы инвалидов через общественные организации. Потому что если мы какие вопросы, значит, поднимаем, оно доходит не только до администрации нашего города, республики, но и доходит до Всероссийского общества инвалидов, которые выносят эти вопросы в Государственную Думу, так как наш председатель Всероссийского общества инвалидов Терентьев является депутатом Государственной Думы, заместителем председателя комитета по труду и соцзащиты. Вот к вам, как к заместителю председателя Сибайской общественной организации, с какими вопросами чаще всего обращаются? Ну, видимо, из-за того, что я еще совмещаю работу, что я являюсь помощником уполномоченного по правам человека Республики Башкортостан, поэтому обращение касается и вопроса обеспечения жилья, и земли, и реабилитации инвалидов, это получение курортных путевок, технических средств реабилитации, вопросы образования, здравоохранения, получения инвалидности и так далее. И поэтому, если достаточно много вот этих вопросов по одной какой-то теме, то, значит, мы делаем или круглые столы, или встречи с руководством тех, по которым вопросы касаются. Вот в частности, мы провели буквально в конце года встречу с работниками детской больницы. Это были и узкие специалисты, и педиатры, и мы подняли вопрос доступности медицинских услуг для детей с инвалидностью.
И взято были достаточно много вопросов на контроль. Мы сейчас рассматриваем, как это решается, потому что были и проблемы, и которые они увидели, какие проблемы есть в детской больнице. И мы тоже, значит, наши люди, которые участвовали мамы, воспитывающих детей с инвалидностью, значит, поняли, значит, какая ситуация, и действительно правоту свою тоже в некоторых вопросах. Точно такие же вопросы мы подняли с медико-социальной экспертизы. Когда мы с работниками медико-социальной экспертизы встретились наши активные активисты нашего общества, и Фархана Гемардановна Муратова полностью нам разъяснила, как определяет по новым законам определение инвалидности, критерии определения инвалидности и как обстоят дела на сегодняшний день по определению инвалидности. Точно такое же, значит, мероприятие мы провели уже в этом году. Круглый стол прошел совместно с Бюро занятости. Ну вот как раз у нас заранее поступали вопросы от телезрителей. Один из них от Айгуль Мутигулина. Она тоже интересовалась, есть ли возможность получить жилье, что нужно для этого сделать. То есть кто может претендовать, с какими диагнозами, может быть? Ну, претендовать могут все, но однако рассматривать действительно нуждается ли в жилье. И, значит, постановкой на учет это в администрации города обращение необходимо. То есть там уже более подробно объяснят, более какой подробно пакет объяснят, документов? да, какие пакеты документы, и если нуждается человек действительно в жилье, то и на очередность его поставят. Еще один телезритель тоже задавал вопрос, его интересует, как на сегодняшний день обстоят дела с техническими средствами реабилитации. То есть вот насколько они удается ли получать. За последние годы очень улучшилось состояние технического средства реабилитации. Руководитель регионального центра Латыпов уже не один раз приезжал, встречался и с нашими общественными организациями, и был прием по личным вопросам буквально недавно. В этом году уже один раз был. Значит, соответственно, даже, вот знаете, я удивилась тому, что наша республика Башкортостан намного больше суммы денег получает, чем другие области региона. Это благодаря, наверное, активной работе нашего региона. Но то, что техническое средство реабилитации для каждого инвалида именно по тому, как определили, значит, по заболеванию, это осуществляет лечащие врачи, это терапевты или там неврологи и так далее, и составляется ИПР, индивидуальная программа реабилитации, и на самой этой индивидуальной программе реабилитации после медико-социальной экспертизы, которую они уже все это расписали, они подходят к социальной страховой и встают на учет, на получение технических средств реабилитации. А протезно-ортопедические предприятия всегда вот приходят, и я очень активно им помогаю, они в нашем помещении по отбору обуви, подбору там протезов осуществляют в нашем помещении. Потому что я бы хотела, чтобы действительно проследить и проконтролировать, как наши инвалиды получают вот это протезы и обувь. И это мне вот 2 года я с ними уже работаю в тесном контакте. Точно так же в тесном контакте я работаю с фондом социального страхования. Я буквально вот сегодня была тоже в защиту своих людей, мам, воспитывающих детей с инвалидностью. Они выезжают на оперативное вмешательство и встретилась с руководителем, есть ли возможность о том, чтобы поддержать их и выплате, которые используют средства на проезды. Вот, к сожалению, вот многие как-то, те, которые средства получают на лекарства и лечение, они вот отказываются, вот я вот что-то запамятовала, как сказать это слово, и в итоге вот одна из родителей, из мамы, не сможет получить поддержку, вот, чтобы проплатили ей дорогу. А социальных этих выплат, значит, они получают деньгами,
Вместо социального пакета. Да, вместо социального пакета. И Мгм. поэтому получается, что они вот в данном случае не могут сейчас получить поддержку, чтобы проезд был им оплачиваемый. Что касается лежачих больных, вот обеспеченность памперсами, например. А, Ну, они как технические средства реабилитации тоже памперсы получают. Я бы вот хотела, конечно, воспользоваться и обратиться к людям, значит, нашим горожанам, которые действительно есть излишка памперсы, не нужны им эти коляски, инвалидные коляски, они очень востребованы и в нашей городской больнице, и людям надо, вот только определили, там получилось, что ампутировали ноги, или еще какая-то ситуация, или в аварию попали. И вот им необходимо, пока они оформят инвалидность, пока они получат индивидуальную программу реабилитации. И поэтому через общество инвалидов можно таким людям помогать. Пожалуйста, поделитесь своими тоже, как в других городах это делается, в других городах и районах. Поделитесь и памперсом, пока эта работа ведется на уровне, чтобы они получали уже через фонд социального страхования. Медзя Скужевна, еще один вопрос поступил от Юлии Катюшенко. Она интересуется, есть ли какие-то изменения в законодательстве по трудоустройству инвалидов? Да, по трудоустройству инвалидов на сегодняшний день в нашем городе, вот после того, как мы провели круглый стол, я заметила очень положительные изменения, потому что в прошлом году в нашем городе были трудоустроены на временную и постоянную работу 33 инвалида. На сегодняшний день состоят на учете 12 человек. Но в чем вот изменение законодательства? Я тоже вот просмотрела и по сайту, и значит, по интернету, и увидела выступление Максима, министра труда и соцзащиты Российской Федерации Максим Талипин, или тоже немножко затруднился ответить. Вот. И очень интересный момент я заметила, что на сегодняшний день который квота дается, чтобы трудоустроили на рабочих местах, они должны уже быть специализированы, то есть предприятия должны быть заинтересованы и уже создать такие условия, чтобы были для работы, для у кого есть проблемы со зрением, по слуху, инвалидов-колясочников. Вот такая вот работа проводится. И следующий момент, что будет прослеживаться и очень серьезно прослеживаться, действительно используются ли рабочие места на каждом предприятии, вот эта квота по квоте для инвалидов, для людей с инвалидностью. И вот я очень интересно заметила один из опытов нашим, значит, одних из регионов, когда, значит, этот регион сделали таким образом: если на работу предприятие не может по каким-то обстоятельствам взять этого человека на работу, то они каким образом? Это передают общественные организации, а берут на себя оплату труда этого работника. Ну, тоже, думаю, Может быть, хороший возможно, опыт. что опыт это распространится по всей России, потому что это действительно есть такая вот практика уже в нашем некоторых регионах. Но со своей стороны, как общество инвалидов нашего города, вы помогаете с трудоустройством? Совместно мы работаем с бюро занятости. А каковы условия трудоустройства, можете сказать? То есть там, наверное, какой-то щадящий режим работы, да, вот специально отведенное рабочее место. Но опять же рассматривать по всем категориям инвалидности. Если по слуху одни там требования, В каждом случае индивидуально, да? по зрению другие, и по инвалидам, колясочникам, конечно, это доступная среда. Ну вот что касается как раз доступной среды, вот на ваш взгляд, в нашем городе как вообще созданы условия для людей с ограниченными возможностями? Какие плюсы, какие минусы можете отметить? Вопрос очень актуальный. Наш город очень большую работу проводит по доступности. И особенно за последние вот 2 года настолько много изменений, позитивных изменений. Вот практически позавчера прошел у нас семинар в нашем городе, зональный семинар юго-восточной зоны нашей республики Башкортостан. Сюда входят и Белорецк, и Училы, и вот эти районы близлежащие. И вот в этом семинаре мы запланировали и выезды на те объекты, которые вот в 2016 году они
получив средства из федерального бюджета, они привели в соответствие доступной среды. Это поликлиника, это художественная школа вновь построенная, это спортивная школа, детская спортивная школа. И они были настолько удивлены, даже уфимские товарищи, которые приехали, заместитель председателя республиканской организации, они, подводя итоги, сказали, что даже в нашем Уфе нету, ну, не все поликлиники оборудованы так, как наша городская больница. И много делается во всех социально значимых объектах по доступной среде. Но хотела бы отметить вот что, обращаясь к, опять же, горожанам, руководителям, что на сегодняшний день усиливается контроль по доступности инфраструктуры нашего общества, да, практики. И сейчас контролирующим органом будет и Рособорнадзор, и Росздравнадзор, и другие надзирательные органы, которые вот буквально уже скоро выйдет закон, который будет определять, что они будут рассматривать доступность услуг на всех объектах. И хотелось бы, обращаясь, хотелось бы сказать, что любые какие-то работы, проводимые объекты, будь ли это торговая точка или жилой дом, соответственно, чтобы сразу же определили по доступной среде. Чтобы я доступна всем, чтобы они могли со мной проконсультироваться, потому что все-таки я прошла, и я являюсь экспертом по доступной среде на сегодняшний день, прошла обучение в Волгограде и, соответственно, получила сертификат экспорта, и поэтому хотела бы полностью, чтобы не делали ошибок, чтобы эти пандусы потом их, потому что были затрачены достаточно много средств, чтобы эти пандусы не убирались и не посчитали люди, что он непригоден для инвалидов, и другие тоже входные группы, чтобы перемещение по зданию и многие другие работы. Поэтому, чтобы было с умом все сделано. И средства были потрачены действительно для доступности вот этих объектов. И второй момент, который я бы хотела обратить внимание, на доступность услуг. На сегодняшний день ведется не только об инфраструктуре доступности, но еще о доступности услуг. То есть в каждом учреждении они должны быть, соответственно, пройти инструктаж по этике общения с инвалидами, и это выполняется, потому что не каждый знает, как обращаться, например, к инвалиду-колясочнику, как обращаться к инвалиду по слуху, как обращаться к инвалиду по зрению. И вот эти рекомендации, и они на сайте, у нас на сайте администрации городского округа и города Сибая есть доступная среда, можно посмотреть все материалы там и воспользоваться этими материалами. И еще раз приглашаю и звоните, приходите в общество инвалидов, я всегда рада буду вам помочь и проконсультировать. Медзия Скужина, у нас осталось буквально пару минут. Вкратце можете сказать, вот для детей-инвалидов в образовательном плане какие условия созданы? Да, действительно, в образовательном уровне, если говорить о нашем городе, у нас есть и коррекционная школа 8 типа, и филиал Республиканского центра дистанционного обучения. И дети обучаются и во всех школах на домашнем обучении. Ну и, значит, сейчас переход осуществляется на инклюзивное образование. В нашем городе уже доступными являются 3 объекта, 6-я, 8-я и 12-я школы. И сейчас новые, вот опять же, министр труда и соцзащиты Российской Федерации поднял, что сейчас начинается уже осуществляться работа по доступности средних учебных заведений и высших учебных заведений. Это очень хорошо. Медзия Скужина, к сожалению, нам уже пора завершать наш эфир. И вот напоследок, что бы вы хотели сказать, может быть, и телезрителям, и членам вашего общества, и тем людям, которые с ограниченными возможностями, но пока еще не состоят в ваших рядах? Наша общественная организация доступна всем. Мы работаем не только с членами общества инвалидов, мы работаем со всеми. И, конечно, хотелось бы, чтобы защищать свои права, чтобы быть вместе, как по лозунгу «Вместе мы сможем больше», приходите в наше общество и давайте будем жить активной жизнью. Ну и на этой замечательной ноте мы вынуждены завершить наш эфир. У нас поступило еще несколько вопросов, но, к сожалению, мы не успеваем их озвучить. Но обязательно Медзии Скужине передадим. Вот. Но увидимся с вами в следующий четверг в программе «Крупным планом». Всего доброго, берегите себя и оставайтесь с нами.